О нем только начали забывать, но он вновь возвращается с новыми штаммами. Коварный и опасный. Ковид держал в страхе людей с самого начала пандемии. Недуг унес жизни более 6 миллионов человек в нашей стране. Многие до сих пор сталкиваются с его последствиями. Рост заболеваемости наблюдается, но паниковать не стоит, говорят в управлении Роспотребнадзора по Ингушетии. Незначительный рост заболеваемости ковидом уже наблюдается на пятую неделю. Но это связано с тем, что сезонностью. То, что люди активно мигрируют, заканчивается с отпуски у людей, они приходят в организованные коллективы, и большая скученность людей, она приводит к большим случаям заболевания. На прошлой неделе в Ингушетии выявлено 2 случая заболевания коронавирусом. При этом в последний раз ковид в республике регистрировался только в апреле. В Роспотребнадзоре не исключают, что с началом учебного года возможен рост коронавируса в регионе. На сегодняшний день у нас циркулирует омикрон-вирус, преобладает он. И хотелось бы сказать, что при возникновении каких-то симптомов заболевания, чтобы люди оставались дома, не контактировали, не выходили в места скопления людей, оставались дома и вызывали к себе на дом врачей. Меры профилактики, о которых мы всегда говорим, но в первую очередь это мытье рук обязательное. Есть частое проветривание помещений. По-прежнему особенно осторожными стоит быть людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Этой категории не рекомендуется посещать места массового скопления людей. А если все же хочется, то нужно обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. В Ингушской республиканской клинической больнице пока случаи заболевания ковидом не отмечались. Ситуация по коронавирусу у нас пока, в принципе, спокойна, учитывая, что случаев COVID-19 у нас не было вот за последние 3-4 месяца, точно ни одного случая у нас не было. Койки, у нас есть 4 койки, это детские койки, это беременные женщины. В случае роста числа заболевших коронавирусом в Ингушской республиканской клинической больнице будут развернуты дополнительные койки. Врачи настоятельно рекомендуют в случае подозрения на ковид незамедлительно обратиться к специалистам. Просьба к жителям, если есть какие-то жалобы, есть клиника ОРВИ, затяжная температура, выраженная одышка, выраженная слабость, чтобы все-таки обращались к врачам, сдавали мазки и, в общем, вовремя начинали терапию. Жителям стоит быть начеку и не пренебрегать мерами предосторожности, тем более в канун осени, когда начинается сезон гриппа и ОРВИ. Зелимхан Калуев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.